Ассаламу алейкум варахматуллахи баракату. Итак, все-таки я решился, долго откладывал, скажем так, из-за бытовых проблем. Сейчас же я хочу именно начать этот цикл, который я анонсировал 2 года назад. Ингушетия 89 1989 1992 года. Так это было. И начнем мы, вот, не буду делать долгим вступления. И начнем мы именно, наверное, я хочу поставить вам сына Идриса Базоркина, Турс Базоркин, где он рассказывает про своего отца. Давайте послушаем. Мягкой. Ко мне обратились сотрудники Республиканской библиотеки имени Джамалдина Индиева с просьбой поделиться какими-либо воспоминаниями о моем отце Базоркине Идрисе Муртузовиче в связи с тем, что в этом году исполняется 110 лет со дня его рождения. И вот что я хотел бы рассказать. Дело в том, что литературное наследие моего отца, его произведения в том или ином виде, но все-таки изучаются и исследуются. А вот политическое наследие его и его роль и участие в процессах, в общественно-политических процессах ингушского народа второй половины XX века не изучается и не исследуется вовсе. Он сам считал, что общественная политика забрала порядка 60, по его словам, 65%, вот примерно в таком соотношении, и энергии его жизни, и времени его жизни. Общественно-политический его вклад, который состоял в идеологическом руководстве той группы людей, которая добилась возвращения ингушского и чеченского народов из выселения в 1957 году, и последующем его борьба за восстановление территориальной целостности Ингушетии. Вот чем это более важным он считал, чем даже написание всеми любимого романа «Из тьмы веков». Когда мы писали работу «Непризнанная элита ингушей» с Агнием Мухаммада Цани, то в то время, 90-е годы, мне были как-то скучноваты. Поэтому мы в первой части вот «Непризнанная элита ингушей» допустили вот эти ошибки, которые нужно отредактировать. Сегодня я мог бы взять, просто зачитать от «Непризнанной элиты ингушей», но ввиду того, что вот эта первая часть, она недоработанная оказалась, там были и упущения, и очень сжатой форме материал. У меня было жуткое желание перейти в 91-92 года, где разворачиваются все вот эти события основные. Но потом уже в процессе, когда я начал более детально уже вопросы, все по-новому возникали вопросы, искал на них ответы, и с каждым разом углублялся как бы. И именно вот связано с Идрисом Базоркиным был один момент, когда я уже, казалось бы, готов записать, и я открываю второй съезд ингушского народа, вижу выступление Идриса Базоркина, хочу найти это видео, захожу в YouTube, а в YouTube есть вот эти выложенные части, а там этого видео нету. Именно вот эта часть с Идрисом Базоркиным, можно сказать, практически, она вырезана. И я потратил тогда, месяц-два, что ли, кому я только на связь не выходил, с кем я только, и с тем же вот этот автором канала, и с многими людьми на связь выходил, искал их номера, ездил. Вот
так, в конце концов, вот этот недостающий эпизод, вот именно связан с Идрисом Базоргиным, это очень важный момент. Я не смог. Ну, благо есть текстовый формат. В текстовом формате, именно в книге Второго съезда ингушского народа. Начнем мы, это, наверное, и символично, и, по сути, это именно тот момент, где передается вот этот дух времени. Ну, наверное, все-таки талант передался Азе Базоркиной от своего отца. И вот она описывает вот именно 88-89 год. Эти моменты также подтверждает Хамзат Фаргиев, свои воспоминания в той же Фортанге есть, и на Проза.ру, как пишет Хамзат Фаргиев. Однако лучше меня детали этой поездки передаст участник этой поездки, Дугурхан Кодзоева. Вот ее слово. Хамзат, живы в памяти все детали того времени, 30-летней давности. Ночью ко мне приехали. Дядя Идрис, Исса Кодзоев и Ваха Хамхоев попросили спуститься и сесть в машину. Был предварительный разговор о том, что нужен человек от творческой интеллигенции для ответственного задания, и они хотели бы включить меня в список, если я согласна. Сказали, что есть риск и немалый. Когда озвучили предстоящую поездку, мне на мгновение стало страшно от того, что смогу ли говорить от имени моего народа. 6 любимых мной и дорогих сердцу глаз смотрели на меня с воодушевлением. Они в меня верят. Ну, сейчас зачитаем, посмотрим Азу Базоркину материал. Да, нужно упомянуть, что в 1988 году образовывается партия ДИСО. В этом же году собирается 5000 подписей под лозунгом, скажем так, или заявлением «Я за ингушскую автономию», которую также везут в Москву. Но впоследствии, как пишет об этом сам же Хамзат Фаргиев в 1991 году, что эта формулировка показалась расплывчатой, и поэтому решили изменить «Я за ингушскую автономию» с центром столицы правобережной части города Владикавказа. Ну и, собрав эти 50 000 подписей, нужно было отправить повторную делегацию. И вот об этом пишет Аза Базоркина в книге «Воспоминания об отце». Каждый взрослый ингуш, я за ингушскую автономию с центром в Гагак-Орджоникидзе. Идриса просят поехать в составе делегации, он отказывается, ссылаясь на здоровье. Думаю, что не только из-за здоровья. Ему все это видится бессмысленным. Он не верит, что что-то может измениться, ему эта власть с ее фальшью надоела. И тем не менее, он переводит стрелки на меня. Говорит, что в делегации должны быть женщины, и если им подхожу я, то разрешает ребятам сказать мне, что это его просьба. С этим Муса Яндиев и Ваха Хамхоев приехали в Армхи. Естественно, если отец просит, я еду. И вот далее на странице 145 Аза дальше пишет. На весь Союз транслируется съезд народных депутатов СССР. Демократический, необычный съезд. Прорвалась сдерживаемая почти веком страхом боль. На этот раз Идрис, которому уже 78 лет, который уже стар и болен, все-таки летит в Москву. Я с ним. Останавливаемся на 5-м этаже без лифта в двухкомнатной хрущевке. В одной комнате я с папой, в другой Ваха Хамхоев, Муса Яндиев, Ахмед Котиев, Салам Ахильгов и наш депутат Хамзат Фаргиев. До 4 утра идет тщательное обсуждение каждого слова депутатского запроса, который завтра должен прозвучать на весь Союз и лечь на стол правительства. Муса, с благословением провожаем на съезд Хамзата, простого парнишку из Малгобека, преподавателя средней школы. Мы все приклеены к телевизору. Идет съезд. Для того, чтобы мы вели себя благостно, а для того, чтобы мы изменили решительным образом положение дел в стране. Потрясают своей храбростью выступления многих. Аплодисменты зала как одобрение. После доклада Горбачева подготовиться депутату из Чечено-Ингушетии Кс.А. Фаргиеву. Слово депутату Фаргиеву, Сунжский территориальный избирательный округ 398. К Следует... трибуну уверенным шагом идет наш Хамзат. Мы напряжены каждой стрункой, каждым нервом, чувствуем его во всем, в движении, в волнении.
Я прошу Аллаха, чтобы не оплошал наш делегат. Хамзат четко, кратко, емко заявляет на весь мир о трагедии нашего народа и ставит вопрос о решении ингушской проблемы. Я поставил вопрос о восстановлении незаконно упраздненной автономии Ингушетии в 1934 году. Делегация ингушского народа находится в настоящее время здесь, в городе Москве. В 1928 году Сталин сделал первую попытку упразднить ингушскую автономию. Я выступаю именно по теме. Мой вопрос – это вопрос не национальный, не территориальный. Это вопрос создания правового государства. Я считаю, что создание правового государства невозможно без ликвидации последствий культа личности. Если народ был незаконно реабилитирован, то он должен быть восстановлен в своих правах. Если по 1934 году... Если в 1934 году репрессированные личности реабилитированы, то почему не реабилитируется народ ингушский, который был целиком репрессирован? Ликвидации последствий произвола Сталина в правовом государстве. Он отдает свой депутатский наказ в руки Горбачева. Зал молчит. Ни одного аплодисмента. На экране настороженные лица депутатов, и кто посмелее перекидывается друг с другом репликами. Эта проблема репрессированных народов прозвучала впервые. Ее еще боятся, не знают, как реагировать. Мы в своей комнате расслабились. Я плачу от радости. У папы Вахи Ахмета на глазах слезы. Длинный худой Муса улыбается, бодро что-то говорит и меряет углы по квартире. Наверное, мы выглядим как из психбольницы. А затем пошли телефонные звонки из дома. Все друг друга поздравляли. Полетели в адрес съезда телеграммы ингушей из Кавказа и из Казахстана с благодарностью, надеждой, просьбой помочь. После съезда еще много делегаций едет в Москву. Встречаются на разных уровнях. Везде обещают: потерпите, и ваш вопрос решится. В связи с этим я прошу съезд народных депутатов СССР рассмотреть вопрос о восстановлении ингушской автономии. И опять повторяю, что это вопрос не национальный, не территориальный. Это вопрос создания правового государства. Одновременно прошу рассмотреть вопрос о полной юридической реабилитации немцев по Волжье, крымских татар, балкарцев, карачаевцев, чеченского, карачаевского, калмыцкого и балкарского народов. Почему это очень важно? Потому что нам никому не нужна еще одна острая, горячая, кризисная ситуация в стране. Положение в Чечено-Ингушетии очень сложное. Сюда наверх, видимо, идут победные реляции. Но положение очень трудное, потому что в любой момент может произойти то, что нам не нужно. Потому что обком партии Северной Осетии, обком партии Чечено-Ингушетии занимается тем, что создается нервозная обстановка. И по этому поводу я могу конкретно сказать, что в этом сыграл очень большую роль председатель Президиума Верховного Совета ЧССР Боков Хаджибекар и редактор газеты «Грозненский рабочий» Безуглый, который 14 декабря прошлого года в Москве на пленуме правления Союза журналистов говорил о том, что в Чечено-Ингушетии зреют антирусские настроения. Я, как ингуш, живущий среди русских чеченцев и ингушей в Чечено-Ингушетии, утверждаю, что это бесстыдная ложь. Нет антирусских настроений. Но эти настроения разжигаются аппаратчиками. Мы не можем допустить создания еще одной горячей точки в нашей стране. По этому вопросу я записался на выступление в прениях после доклада. Зал молчит. Ни одного аплодисмента. На экране настороженные лица депутатов, и кто посмелее перекидывается друг другом репликами. Эта проблема репрессивного народа прозвучала впервые. Ее еще боятся и знают, как реагировать. Этой цитатой я просто хотел бы, чтобы мы прочувствовали ту атмосферу, которая царила в зале, которая смогла передать Аза спустя столько лет, когда написала эту книгу, чтобы мы осознали, что именно здесь и сейчас именно начинается вот это национальное движение. Да, были собраны подписи, писались письма, но сам народ как таковой инициативы не принимал в национальном движении. Можно сказать, даже не верил, если мы послушаем слова Исы. Низкая организация ваша елер пхела в сентябре ezriye izba yezdi barhachir.
سخان أجر هذا دول شخانة في أفتنو بخليزجية في بريجل دي ريون في يوكشير زيزجية اسهم غلط عشان داعش دلات يساعد تلاس ده دي أكمل نفوس دي كمان دعاء دعس كيوخو جاسر أفتنو بيقدر يدخل جاسر سسلا سكيجر ما هم خدات وزار شي وشو أزواج Что خبر ناخذ وين مش هاخد أفتنو بالليل شي بيه سكيش الناس يجي بريز يجي لا تروح حيبة بيهم ياتعقل إيكونومي زخر يعني إيكونومي صحيح هذا ما بغى شو والله صحيح يعني زيوس ده تبغنا ده دوت ده فيت ورسات إزديش بول حبي عشان ده ناخد قيتر И вот уже после выступления Хамзата Фаргиева, это было 29 мая 1989 года, то уже 21 июля в Мочхо-Юрт, в Базоркино проходит митинг, о котором пишет на своей странице лайв-журнала Аслан Куадзо. Юбилейной страницы недавней политической истории Ингушетии. Я не буду всю ее вам зачитывать, просто пролистаю, ставлю видеоряд, где мы видим, сколько людей там собралось и какие лица принимали участие. Тот же Бембулат Богатырев и Хамзат Фаргиев. Скажу лишь то, что Аслан Куадзо говорит, что именно на этом митинге было принято решение провести второй съезд ингушского народа. Об этом митинге упоминает также Кант Малуси, но он говорит, что уже после этого митинга было принято решение провести второй съезд ингушского народа. Ну а сам Иса Кадзоев, открывая второй съезд ингушского народа, не упоминает этот митинг, говорит, что движением Нейсхо было принято решение провести второй съезд ингушского народа. И тут вот эти три информации, можно сказать, они можете дополнять. То есть, может, это на митинге вот это движение Нейсхо решило, может, после. И вот это противоречие, оно не столь значимо. Я просто хочу указать на то, что все вот эти люди в то время причисляли себя к Нейсхо. Вот показать, что именно даже на съезде, когда Иса говорит о Нейсхо, значит, никто этому не возражал. После глубокого анализа, осознав катастрофическое положение своего народа, Совет организации НИСПУ решил созвать второй съезд ингушского народа. Я к тому, что то же самое говорит и Аслан Куадзо, что вот этих противоречий в тот момент еще не было вот этого раскола. То же самое говорит и Кант Малуси. Там были и вот члены инициативной группы, которые в Грозном жили, работали. Конечно. Мы тогда не делились. Деление на грозненцев, на этих уже после второго съезда началось. А так до этого мы съезд собирали единым порывом, не делясь ни на тех, ни на других. А вот после съезда мы домой не доехали, когда уже нашлись раскольщики. А вот второй съезд, что вы можете мне сказать? Второй съезд – это событие в жизни ингушского народа. И вот здесь Якуб Куштов говорит, что уже после съезда пошли вот эти разногласия. Я же, в свою очередь, хочу указать, что это было не после съезда, а именно в момент проведения съезда. Съезд проходил в очень такой напряженной обстановке, и там происходили баталии. О них описывает и Аза Базоркина, она именно через свое восприятие, такое эмоциональное восприятие, не вдаваясь в подробности, скажем так, какие-то детали, описывает другие моменты, на которые я не хочу сейчас останавливаться, заострять внимание. Я лишь хочу указать именно, начать с выступления Идриса Базоркина. С выступления, видео которого нет, видео которое потеряно в Ютубе, 6 частей.
выложено, ну, в среднем по 2 часа, скажем так, грубо, 10 часов выступления с этого съезда. И вот после доклада из докладов практически первым делегатом и гостей съезда выступления это Идриса Базоркина, как вот из содержания книги Второго съезда ингушского народа, официальная книга этого съезда. И вот тут говорится, что на странице 57 Базоркин Идрис Муртузович. Но прежде чем почитаем его выступление, давайте посмотрим, что пишет об этом Аза Базоркина. Папа сидит где-то с краю, в 3-м ряду. Очень жаркий день. В президиуме почти все в расстегнутых рубашках. Идрис в черном костюме, в галстуке красный от перегрева, но в полном уважении к народу. Наконец, после докладов дали слово отцу. Весь огромный зал встал, приветствуя Идриса. Долго не садились, аплодируя ему. Идрис, как всегда, интересно и собранно рассказал, как было на съезде ингушей, потом свое видение, что важно внести в резолюцию до съезда. И опять, стоя, зал аплодировал Идрису, своему Идрису, свой народ. Есть запись выступления Идриса на этом съезде. Выступление Идриса Базоркина именно на этом 2-м съезде, оно для меня принципиально. Имеет принципиальное значение именно потому, что, как я сказал, он выступает сразу после доклада. Доклады обозначают то катастрофическое положение, в котором находится ингуши, что без своей государственности они пропадут. Сегодня вопрос стоит, быть или не быть ингушскому народу. Второй съезд ингушского народа, где мы уже поняли, что просто вот митинги, там, разные совещания не помогут. Тут надо подключить весь народ, провести съезд ингушского народа и конкретно поставить условия, на которые мы пойдем, а на которые мы не пойдем. А знаешь, к этому времени мы уже подробно видели, что случилось с ингушами. Ингуши начали терять свою самостоятельность. Вот. Терять свою национальную территорию, культуру и все, чем был богат этот народ. И вот тут выступает не просто абы кто, а человек, который еще с 50-х, 70-х годах ведет свою вот эту общественную деятельность, в рядах которых были вот эти выдающиеся люди национального движения, как потом мы посмотрим, как к этому относится в газете «Ингушское слово». И его речь, его мысль, которую он там озвучивает, его идея заключается именно в том, что здесь и сейчас мы должны провозгласить эту республику. И именно на этом будут все вот эти разногласия, потому что некоторые будут говорить, принимая резолюцию, что мы должны провозгласить республику, другие же будут говорить, нет, что мы должны попросить Верховный Совет СССР и РСФСР передать им вот эту резолюцию, где мы будем просить их настойчиво, чтобы они приняли закон и образовали Республику Ингушетия. Вот давайте на пару страниц вот это Идриса Базоркина выступление я ставлю вам самые основные выдержки. Дорогие товарищи, разрешите приветствовать вас от имени ингушского народа. Когда было столетие известного совета в Филях, нашлась старуха, которая, будучи 10-летней девочкой, слышала все совещание, которое проводил Кутузов. Подобно той старухе я присутствовал и чуть не был растоптан казаками на нашем 1-м съезде, когда была объявлена автономия нашего народа. Осталось очень мало людей, которые видели это великое событие. 2 февраля 1919 года 100-тысячная армия Деникина обложила Владикавказ. И тогда очень большое количество ингушской конницы прямо от съезда двинулось к Деникинской армии и не пропустило ее в город. 4 февраля 1919 года в селении Базоркино собралось немыслимое количество конницы из ингушских сел. Я видел разные войска, но такого количества народа мне не приходилось видеть. Потом говорили, что там было до 10 тысяч человек. Там Сергу Орджоникидзе объявил об автономии ингушского народа. Наш съезд правомочен объявить нашу автономию в пределах государственных прав и границ. Мы можем провозгласить автономию на уровне 1919 года, а все последующие документы, сфабрикованные Сталиным и его системой, считать недействительными, посягающими на наши права, национальный суверенитет нашего народа. Мы можем обращаться к народам и правительствам,
но мы не должны ни перед кем унижаться и просить. Это дело национального суверенитета нашего народа. Я считаю, что мы обязаны провозгласить действующей ранее ликвидированную Сталиным автономную республику. Да здравствует автономия ингушского народа! С историческим центром Владикавказ. Здесь дальше я не буду вдаваться в подробности, как вот этот съезд проходил. Он заслуживает отдельного разбора, такого анализа, скажем так, именно те такие моменты, которые там происходили, баталии, скажем так. Я лишь скажу, что тот же Беслан Костоев, впоследствии зампредседателя оргкомитета и НСИ, и настойчиво требовал также, что мы должны здесь провозгласить Республику Ингушетия. В этой резолюции уже должна быть она провозглашена. Прошу всех внимательно прослушать. Значит, мы съезд, представляющий народ. Этот съезд на сегодняшний день по своему статусу, по своим полномочиям, если рассматривать интересы народа, стоит выше, чем сессия Верховного Совета Республики. Хотя мы сегодня официально не являемся ни депутатами, у нас нет, ни оклада у нас нет, никаких привилегий нет, кроме одной привилегии – просить за свою автономию. Поэтому юридически настоящий съезд имеет право поставить вопрос о восстановлении. С этой целью я предлагаю на съезде второго съезда ингушского народа от имени всех делегатов провозгласить автономную советскую социалистическую республику Ингушетия. Право, охраняемое Конституцией СССР. Право народа на свою национальную государственность. И теперь я считаю важнейшим документом, который мы должны принять, именно вот эта формулировка, которую мы должны записать отдельно и вручить предстоящей второй сессии Верховного Совета СССР для утверждения. Признать сегодня решением нашего съезда Ингушскую Советскую Социалистическую Республику. И это решение нашего съезда направить на утверждение Верховного Совета СССР. Верно. Мы в предварительном тексте выносили обратиться с просьбой рассмотреть создание Ингушской Советской Социалистической Республики. Вот редакция, которую мы подготавливали до этого, она в русле всех наших просьб, которые до этого были. Если мы будем отступать от этого, давайте примем решение. В принципе, наше решение не окончательное, чтобы ни один из присутствующих, ни один, кто нас сюда направлял, не подумал, что мы вот решили, и это закон. Это не закон. Это будет так или иначе той же просьбой, только в другой редакции, как я понимаю. Нужно ли две редакции сейчас предлагать? Не надо. Я думаю, что не надо будет. Обратимся вот с текстом редакции. Есть другие мнения? Есть. Пожалуйста. Есть другие мнения. Для чего мы собрались? Значит, товарищи, нет, я все-таки хочу по пункту. Здесь товарищ Куштов все-таки немного пошел не в ту сторону. Значит, я еще раз подчеркиваю, закон дает право съезду народа. А это самый настоящий съезд нашего народа. Второй съезд. Мы только провозглашаем. Но если не хотят центральные органы, они вправе отменить наше провозглашение советской власти, советской автономии Ингушетии. Поэтому не надо так. Это первое. Я считаю, что именно с этой точки зрения и направлять этот документ нужно не в Российскую Федерацию, а в Верховный Совет СССР, который утверждает законодательным актом подобные провозглашения автономных образований. Поднялся.
Значит, мы должны очень серьезно подходить к принятию этих документов. Это непростое дело мы здесь делаем. Мы люди ответственные. Нам не надо вводить людей в заблуждение и не надо играть, значит, терминами. Я считаю, что будет правильным, если сегодня мы примем ту формулировку, которую предлагает наш председательствующий. Мы сегодня собрались здесь не потому, что рухнула советская власть, и мы должны ее провозглашать снова. Мы просим Верховный Совет СССР восстановить нашу автономию. И это мы должны отразить в резолюции съезда. Все остальное не будет принято. Ведь документы принимаются для того, чтобы их прочитали, приняли и в них вникли. Я прошу согласиться с этим. Замечание. Существенный момент, который нам подсказал депутат Верховного Совета СССР товарищ Писаренко, мы можем принять такое решение. Вот были предложения здесь решить съезд. Это, конечно, мы не уполномочены решать, да, Верховный Совет СССР, и правильно было здесь делать замечание. Но у нас есть другой выход. Мы можем решить на нашем съезде предложить проект решения Верховному Совету СССР. Предложить проект, который нам хочется иметь, проект решения Верховного Совета СССР. И там уже говорить то, о чем здесь говорили. Восстановить автономию, там, центр Орджоникидзе и так далее. Можно вопрос, зала? Да, можно вопрос? еще замечаю. Пожалуйста. У меня есть такой вопрос. Во-первых, я предлагаю формулировку Костоева и формулировку Бекова по отдельности вперед обсудить. Правильно. Большинством. Почему я говорю? Если наш съезд, вообще съезд считается высшим органом любой организации или народа, высший орган. Если это высший орган, то он должен принять формулировку Костоева, утвердить это наша резолюция Костоева. Мы вас поняли. Так? А если это не высший орган, тогда мы снова начинаем 30-летнюю просьбу ингушского народа. И вся наша работа была сведена на ноль. Так. Есть ли добавление к этому? Есть добавление. Позвольте. Сейнароев, кандидат юридических наук. Я считаю, уважаемые делегаты, мы должны принимать решения реальные, учитывающие не только одну статью Конституции СССР, а все и другие статьи. Сегодня мы рассматриваем очень непростой вопрос, связан с изменением территории, хотя мы говорим о восстановлении двух автономных республик. Если мы примем сегодня вопрос решим о создании автономной Ингушской республики, чего мы все приветствуем, я считаю, это будет нереально и с превышением нашей компетенции. Почему? Граница союзной или автономной республики может изменяться согласие двух республик и только вышестоящим Верховным Советом. Мы же сегодня лезем так сумбурно в конфликтную ситуацию. Я ради интереса дела, больше многих желая создания автономной республики, считаю, нам не нужно вставать в сумбурный конфликтный путь, а надо выбирать осторожный, решительный, последовательный, и который можно объяснить путь. Этот путь предложен секретарем обкома. Во всех отношениях это правильное решение. Я это говорю как доктор юридических наук. За свои слова отвечаю. Товарищи, не мешайте. Также с этим выступал Федор Павлович Боков, активный участник того же оргкомитета и впоследствии НСИ, очень близкий соратник потом Бимбулата и Богатырева и Сейнароева, который будет потом через пару месяцев апеллировать в открытую, когда вот в открытую никто не может с Идрисом ему оппонировать. Именно Федор Павлович Боков возьмет на себя эту функцию, эту ношу и будет выступать как бы с опровержением Идриса. И он сначала говорит то же самое, что нужно в этой резолюции провозгласить, но после выступления Сейнароева
который поддержал Бекова Сергея Мажитовича, Боков Федор Павлович, он резко изменил свое мнение. Откровенно, когда только здесь было заявлено о том, чтобы провозгласить республику, я встал вместе со всеми и аплодировал за то, чтобы провозгласить. А вот чуточку остыв от этих эмоций, я хотел бы вас призвать, товарищи, не к выполнению там каких-то статей Конституции, мы сейчас можем их не помнить, не знать. Давайте обратимся к здравому смыслу, к логике. Мы хотим провозгласить. Ну давайте вспомним, ведь она-то когда-то была провозглашена, она же существовала. Что значит провозгласить? Это что, у нас не было вообще советской власти? Просьба говорить короче. Я говорю по существу. Вы мне вначале прервали, когда я предлагал признать статус съезда как второго съезда ингушского народа, вы прервали. И сейчас. Как досказать? Товарищи, наша главная цель – добиться автономии ингушского народа. Добиться его не эмоциями, а здравым смыслом. А здравый смысл состоит в том, чтобы восстановить. Автономия существовала с центром правобережной части города Орджоникидзе, и поэтому одна формулировка – восстановить автономию республики в полном объеме, как здесь говорили, в ленинском объеме, который был предоставлен Ленину. И это все будет сказано. Вот эта игра слов. Я просто хочу сказать, что да, мнения людей могут меняться, но то, как они менялись у оргкомитета даже в отношении вот этого второго съезда, мы потом впоследствии на это я вам укажу, вот эти моменты, мы будем к этому возвращаться. Здесь же я хочу сказать, что был организован оргкомитет на этом втором съезде, куда вошли 31 человек. Это очень тоже важный момент. И первое упоминание вот этого оргкомитета почему-то сделал опять-таки Федор Павлович Боков. Делегат Боков, прошу вас не мешать работе президиума. Мы дадим ему слово. Он выступит потом. Все ваши соображения вам дают возможность их высказать. Минуточку внимания. Это здесь было объявлено, за это здесь все голосовали. Дайте выслушать до конца. Слово для доклада представляется делегату съезда Господину Беславу Османову. Извините, пожалуйста. Товарищи, я прошу вас убедить, я избран делегатом, и если у нас съезд демократичный, действительно демократичный, я прошу вас еще буквально 2 минуты, еще на одно предложение. Да, пожалуйста, голосуем. То есть съезд вас. Спасибо. Спасибо. Я считаю, что съезд не выполнит полностью своей задачи, если не изберет на одном из своих заседаний организационный комитет, теперь уже не по созыву второго съезда, каким был организационный комитет, а организационный комитет по восстановлению единства ингушского народа. Ваше
даст из президиума делегат Пушкова. Спасибо. Уважаемые, одной из главных целей выборы этого комитета было продумано до организации. Поэтому в процессе съезда, в резолюции съезда будет специально постановление, предварительное обсуждение, потом постановление. Это свое предложение Боков делает в самом начале съезда, после его открытия, до выступления Беслана Кастуева с докладом основным. Но Куштов Ахмад ему отвечает, что оргкомитет планировалось образовать, и уже в конце, практически перед принятием резолюции, это предложение вносит также Беслан Кастуев. Поэтому этот вопрос считайте принят, и он в рабочем состоянии. Я вношу предложение в резолюцию создать оргкомитет по восстановлению Ингушской автономной Советской Социалистической Республики. Но все-таки факт остается фактом. Первое упоминание об этом оргкомитете делает Федор Павлович Боков. А он тогда был доцентом в университете в Грозном и сыграл очень, как я говорю, ключевую роль в оргкомитете и Народном совете Ингушетии впоследствии. Ну, в итоге республику не провозглашают, съезд принимает в резолюции постановление, чтобы обратиться к Верховному Совету РСФСР и СССР с просьбой восстановить ингушскую автономию. И далее избирается оргкомитет, имена которых вы видите на экране. И тут надо сразу отметить, что впоследствии потом оргкомитет будет как бы апеллировать к тому, что Исаак Адзоев напросился стать председателем, он был избран председателем. Выбрали оргкомитет, стал вопрос о председателе. Ну, Исаак Адзоев, как всегда, он любит это самое. Бембулата, ну, тогда он идеологически был лидером. Председатель ВИСа. Ну, Бемба, ладно, хотя выбираю не я, проголосовали, его выбрали. Посмотрим на эти имена, то кроме как сопоставимые с Идрисом Базоркиным, на уровне Исаака Адзоева здесь других имен таких известных нету. И надо учесть тот момент, что в той же резолюции именно указывается имя Исаака Адзоева. То есть сам съезд запечатлел имя Исаака Адзоева, то есть он стал неотъемлемой частью вот этого съезда, получается, в итоговом документе. И также в докладе, который зачитывал Беслан Кастуев, это именно тот момент, часть доклада, которая утеряна, вот это нету в открытом доступе, может где-то есть, но на данный момент ее пока никто не видел, получается. И поэтому я вам поставлю озвучку текста, где мы видим, что в докладе даже упоминается с Али Хачагульговым, ну, Исаак Адзоев. Многие чеченцы и ингуши не раз поднимали вопрос о несправедливости, допущенной в отношении наших народов, за что им приходилось расплачиваться. Характерна в этом отношении судьба двух наших литераторов – Исаака Адзоева и Али Хашагульгова. В 1963 году, будучи студентами Чечено-Ингушского педагогического института, они написали о нашем выселении. Исаак Адзоев «Казахстанский дневник», сборник рассказов, а Али Хашагульгов «Стихи». В июне 1963 года они были арестованы органами КГБ ЧАСР, а осенью того же года их осудили Верховным судом ЧАСР по статье 7 ЮК РСФСР на 4 года лишения свободы за рукописи, не изданные нигде. В лагере они сидели вместе с известными советскими писателями Ю. Даниэлем и А. Синявским, которые печатали свои произведения за границей. Оба они, и Даниэль, и Синявский, реабилитированы. Что же касается Кодзоева и Хашагульгова, то об их политической реабилитации в республике полное молчание. Я полагаю, что мы сегодня вправе принять решение от имени народа, вне всякой очереди, издать произведения Али Хашагульгова и Исаака Адзоева.
Широкий читатель имеет право знать эти произведения, ибо это наше народное достояние. Следует также от имени нашего съезда поставить вопрос о принесении протеста прокурорам Чечено-Ингушской АСР для отмены несправедливого приговора Верховного суда ЧАССР и полностью реабилитировать Ису Кадзоева и Али Хашагульгова. Желательно, чтобы руководство КГБ ЧАССР тоже приняло участие в исправлении ошибок своих предшественников. От этого мы выиграем все. И после Идриса Базоркина выступает Мустафа Беков, директор драмтеатра, Ингушского драмтеатра в Грозном, где есть очень такое его воспоминание, которое я тоже хотел бы здесь, чтобы было зачитано, так как нет опять-таки вот этого видео. 19 февраля 1989 года мы поехали в город Орджоникидзе, а точнее в поселок Южный, где собрались ингуши, чтобы выступить на митинге, посвященном памяти жертв сталинского геноцида. Шел снег, огромные хлопья засыпали улицы, дома, деревья. Все было белым-бело. «Это Божья благодать», — говорили старики. Белизна снега как бы подготовила к очищению сердца людей. В зале были тысячи ингушей, стояли в проходных, на сцене, на авансцене. Митинг длился несколько часов, а снег все шел и шел. Театр сказал свое слово. И стар, и млад. Старики, перенесшие неимоверные страдания, а среди них были люди, защищавшие советскую власть от Деникина, пережившие ужас войны с фашистами, затем изгнание от родных очагов, оклеветанные, лишенные человеческих прав. Женщины, оплакивавшие смерть своих отцов, братьев, сыновей, мужей, не нюхавшие пороха юнцы, увидевшие ужас войны в Афганистане, искалеченные воины-интернационалисты, брошенные на гибель брежневской командой. Все, кто был в зале, плакали. Плакали, не стесняясь слез, забыв о том, что ингуши, как кавказские горцы, не должны плакать. Я видел, как один из лучших писателей Ингушетии, Идрис Базоркин, собрав все свои силы, держал себя в руках, но когда прозвучали стихи Иссы Кодзоева, старик не выдержал и, сморщив лицо, как обиженный ребенок, заплакал. Люди не стеснялись проявить свою слабость, женщины рыдали в голос, мужчины плакали молча. Что это? Ведь жизнь сильнее смерти. Горе, каким бы тяжелым оно ни было, забывается. Жизнь побеждает.